Здравствуйте, меня зовут Сидякин Андрей Петрович, я являюсь специалистом в области противодействия телекоммуникационному мошенничеству, ну и чуть меньше в области компьютерных инцидентов. Тема сегодняшнего дня – роль современной информационно-телекоммуникационных технологий в образовании и социализации учащихся. Итак, давайте разберем, что такое информационная технология. Если углубиться в теорию, то это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации. Телекоммуникация – это совокупность устройств и программ, позволяющих передавать информацию по каналам связи. Проще говоря, передача информации от одного устройства к другому. Если объединить два этих понятия, то информационно-телекоммуникационные технологии – это механизмы и способы обмена информацией от одного устройства к другому. Сложно отрицать, что телекоммуникация далека от современного мира. Мы и наши с вами дети целиком и полностью зависим от цифрового рынка. Социальные сети, мобильная связь, навигация, оплата товаров и услуг банковскими картами – все это довольно простые операции, которые мы совершаем ежедневно, не задумываясь о том, что происходит на аппаратном уровне. В образовании информационно-телекоммуникационные технологии – это не только электронные дневники. Наши с вами ученики живут в веке цифровых технологий, и наша с вами задача – научить их правильно воспринимать информационную среду, которая будет приносить только пользу, а не вред, как считает старшее поколение. Согласитесь, если раньше за книжкой нужно было бежать в библиотеку, то сейчас достаточно озвучить телефон «Ок, Google» и можно получить ответы на многие вопросы. Знаменитый сервис YouTube может научить чему угодно, не только ребенка, но и взрослого. Важно научить детей пользоваться всем тем, что создают для нас производители IT-индустрии. Итак, говоря об информационной безопасности, стоит понимать прежде всего о комплексном подходе и защите информационных ресурсов. Откуда вообще возникла терминология «информационная безопасность»? В далекой древности люди проводили разведку соседних племен, а те, в свою очередь, придумывали системы защиты от вражеских лазутчиков. С развитием систем телекоммуникации также возросло число угроз, которые нас окружают. Часто спрашивают, что вообще такого, если кто-то узнает мои персональные данные. С одной стороны, ничего, а с другой стороны, ваши персональные данные – это то, кто вы такой, где вы живете, и иная чувствительная информация, описывающая ваш характер и образ жизни, а также ваши слабые места, то, за что можно за вас зацепиться. Сейчас мошенники активно используют эти данные для хищения денег с банковских карт, либо для похищения сведений, которые могут позволить вас компрометировать. Давайте разберем, какие виды угроз сейчас наиболее актуальны. Если опять же углубиться в теорию, то это сложное понятие, которое описывается многими словами. Но наиболее актуальные сейчас угрозы – это те, что исходят от внешних источников, имеют преднамеренную природу и влияют на доступность, целостность или конфиденциальность наших данных. Разберем немного на примерах. Все мы пользуемся компьютерами, планшетами, телефонами. Чтобы проникнуть в данное устройство, есть такое понятие, как вирусы. Вирусы – это программные продукты, которые используются для проникновения в ваше устройство. С их помощью можно похитить данные, получить логины и пароли, которые используются вами для входа в различные банковские системы, прочитать вашу переписку, отследить какие-то действия, которые вы набираете на клавиатуре и многое другое. Кроме того, есть такое понятие, как социальная инженерия. Это совокупность уловок с целью сбора информации, подделки или несанкционированного доступа, которая отличается от мошенничества. Отличается она именно тем, что является одной из многих шагов в достижении более сложной схемы. Разберем немного примеров социальной инженерии. Наиболее часто встречаемые в современном мире – это фишинг, которая является видом интернет-мошенничества с целью получения доступа к конфиденциальным данным.
пользователя. В частности, это логин либо пароль. К примеру, вы все пользуетесь электронной почтой. На электронную почту может поступить различные письма, к примеру, от какого-нибудь банка, либо от какого-нибудь сервиса, которым вы, скажем так, часто пользуетесь. С одной стороны, этот сервис будет вызывать у вас доверие, потому что в нем будут содержаться какие-то знакомые буквы. Давайте вот посмотрим пример. Система расчета paypal.com. Стоит заменить одну букву, и обычный пользователь не увидит никакой в этом разницы. Но подделать эти два ресурса, и злоумышленники получают доступ уже к вашим счетам, заставляя вводить вас какие-либо данные, которые потом можно будет использовать. Несуществующие ссылки. Несуществующие ссылки – это точно такая же система, как и фишинг, когда к вам приходит какое-то сообщение на сайт, который полностью дублирует оригинал. Мошенничество с использованием брендов известных корпораций. К примеру, компания Google активно пользуется мошенниками для того, чтобы похитить какие-то там переписки, логины, пароли, узнать о вас чуть больше, чем нужно. К примеру, вы пользуетесь, заходя на электронную почту, видите какое-то сообщение, где абсолютно знакомый вам человек прислал вам некую ссылку. Вы на нее переходите, происходит элемент системы авторизации. Условно говоря, вам снова предлагает ввести логин-пароль. И эта система будет полностью дублировать ту же самую систему Google. Ничего не задумываясь, вы введете свои данные, и эти данные будут получены мошенниками. Сбор информации из открытых источников. Тут наиболее актуальна для современного мира проблема. В чем она заключается? В том, что современное общество абсолютно не боится выкладывать сведения о себе. Все мы в интернете размещаем фотографии о наших увлечениях, расписываем на страницах в социальных сетях о том, что вам больше нравится, какими сервисами вы пользуетесь, какие фильмы вам нравятся. Все это используется мошенниками для реализации более сложных схем. Рассмотрим это на примере. Буквально недавно мы столкнулись с такой ситуацией, когда абсолютно грамотный в области информационной безопасности человек передал мошенникам большую сумму денег. Он был абсолютно осведомлен в том, что мошенники действуют различными схемами. Он знал виды и способы хищения денежных средств. Но этот человек любил пользоваться одним из информационных ресурсов, которые именно описывают информационную безопасность. Он практически каждый день заходил на этот сайт, был подписан, ему на электронную почту приходили сообщения от данного ресурса. И в один прекрасный момент злоумышленники поняли именно то, что этот ресурс находится в списке доверенных у потенциального объекта. Соответственно, ими был полностью подделан сайт. Они прислали ему на электронную почту ссылку, которая была похожа на рассылку от того же самого ресурса. Соответственно, данный объект зашел на эту ссылку, никаких подозрений у него не возникло. Ему попросили ввести логин-пароль, он это сделал и, соответственно, предоставил людям доступ к своим ресурсам, к своим данным. С помощью этих ресурсов, с помощью этих ссылок и логинов паролей злоумышленники смогли похитить у человека большую сумму денег. Кроме того, сейчас очень популярный вид интернет-мошенничества, связанный с телефонией. Очень много в последнее время поступает людям телефонных звонков от родственников, от банков, где людей вводят различными способами в состоянии паники. В частности, людям рассказывают о том, что от их лица, либо с их счетов переведены большие суммы денег. Просят подтвердить эти операции. Люди входят в ступор и дальше готовы разговаривать с мошенниками, предоставляя абсолютно любые сведения. Даже были случаи, когда человеку звонили от имени банка, и голос фактически дублировал робота, и просили подтвердить, совершали ли они операцию и являются ли собственником счета, назвав цифры на лицевой оборотной стороне их банковской карты.
Соответственно, люди вовремя поняли, что это элемент мошенничества и прекратили разговор. В то же время сейчас наиболее популярны стали сервисы, которые осуществляют подмену телефонных номеров. Это большая проблема, потому что с точки зрения операторов связи заблокировать подобные телефоны – большая проблема. Но вместе с тем, людям звонят от номеров родственников, звонят от банков, звонят от правоохранительных органов, совершают какую-то, опять же, информацию, которая вводит их в некий дисбаланс, и люди на панике готовы абсолютно любые действия совершить и передать мошенникам свои деньги. Помните то, что все способы мошенничества, как правило, описываются в интернете. Достаточно уделить 5 минут в день для того, чтобы просмотреть ленту новостей и быть вооруженным и готовым к тому, чтобы противостоять мошенникам. Чем больше мы питаем их деньгами, тем сильнее они, тем больше они придумывают различные схемы, варианты для похищения у простых граждан больших денег. Все это мы рассказываем для того, чтобы наши с вами ученики были готовы к тому, как развивается IT-индустрия, чтобы процесс обучения с использованием информационных средств был более продуктивный, а также чтобы они получали только пользу. Кроме нас с вами, взрослых, детям никто об этом не расскажет. Сейчас, может быть, для них эти угрозы не настолько актуальны, но уже в будущем это будет доставлять им большие проблемы, потому что сейчас они уже привыкли к тому, что телефоны и планшеты их окружают. Они ими пользуются везде, вплоть даже на уроках. И нужно понимать и разграничивать положительную пользу от вреда. И, соответственно, наша с вами задача научить наших с вами детей пользоваться современными благами для того, чтобы они были успешными и реализованными в жизни. Спасибо.